Новая школа на 704 места построена в Малгобеке в рамках федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие республики» на 2016-2025 годы. Не холодно здесь? А? Все хорошо у вас? Главное, учитесь. Все получится. Объект был возведен для жителей второго микрорайона города, переселенцев из оползневой зоны. Несмотря на небольшой срок в эксплуатации, трехэтажное здание уже можно считать малопригодным для пребывания в нем детей. Сооружение в трещинах, в том числе и в несущих конструкциях. В некоторых кабинетах сырость. Ударопоглощающее покрытие спортивного зала не соответствует нормативам. Зафиксированы нарушения комплексной безопасности. Сзади асфальт просел, и вода просачивается в подвал от дождя. В 3 местах. Подвал хороший. Это не от асфальта. Они не сделали замок вокруг фундамента. А что у вас в подвале? А ничего, они не достроили его, они его не отштукатурили, не побелили, не довели домой, одним словом. Отсутствуют и разрешительные документы о приемке вводе объекта в эксплуатацию. Как следствие, лицензия на право осуществления образовательной деятельности и свидетельство о госрегистрации. В связи с чем Малгобекский городской суд принял решение приостановить работу школы до получения указанных документов. Одна розетка вон так, и все. И в этих помещениях тоже не было вообще розеток. Это источник повышенной опасности. У вас должен быть проект, технические условия. У вас все должно быть, чтобы его поставить. Если что-то случится, вы лично будете отвечать. Сложившаяся ситуация вызвала у главы Ингушетии ряд вопросов, связанных с работой строительной компании «Гарант Строй» и освоением выделенных на объект средств свыше 290 миллионов рублей, а также и ответственностью лиц, принимавших участие в открытии учреждения и не выразивших протест в связи с некондиционным состоянием свежепостроенной школы. Местное самоуправление, муниципальная администрация, надзорные органы, руководство учебного заведения. Вот вы депутатский корпус, наверное, смотрели, как для детей строить школу, да? Ваш народ избрал? Совершенно верно. Ну и что вы народу дали? Вы дали школу, которую нельзя детей здесь, чтобы учились. Вы что, обратились, значит, в прокуратуру, вы пригласили хищение, которое совершил, нарушил все нормы. Вы поставили вопрос перед мэром. У школы руководителя региона встречают жители второго микрорайона Малгобека, больше известного как 110 гектаров. В ходе общения переселенцы из оползневой зоны пожаловались Махмуд Али Калиматову на неудовлетворительные условия проживания. Бросили свое жилье из оползневой зоны, чтобы переехать в аварийные дома, отметили жители. Глава Ингушетии внимательно всех выслушал и заверил, что по этому факту проводится детальная проверка, и озвученная проблема будет решаться поэтапно. Этот дом валится, рушится. Даже, знаете, визуально А посмотрим. откуда вы переселились? С станицы Вознесеновская. Станица Вознесеновская. Да. А ваш дом есть там? Нету. А куда он делся? Но нас заставляли разобрать все полностью, дома. Как Было вы такое, вот нормальный так, дом разобрали? Нормальный дом был. Каждый объект составляется акт. Акт составляется всех недостатков в этих строениях. Понятно. После этого будет проанализировано все. И будем принимать меры. Будем этих застройщиков собирать. Вот. При обстоятельствах, если они виновны, мы будем материалы формировать и направлять в правоохранительные органы. Но я хочу им предложить, чтобы они пришли и все свои недоделки доделали, устранили. Эти строители, подрядчики. Потому что они за эти стройки получили деньги. Я это все понимаю. Вы понимаете, да? Да. На Но если там день вода на метр стоит глубиной, на и вот так валится у нас, и на трубу уже дом лег. Его там жить невозможно. Да, вот почтовый один. Признан аварийным. аварийный. Да. Вот эти дома Смотрите, аварийные. если признаны аварийными, Да. значит, заключение будет. Как мы понимаю. изучаем, мы поэтапно будем принимать решения. Не обойдут никого. И мы будем их или ремонтировать заставить, или если оно стало уже аварийным, будем принимать меры, чтобы переселить людей. Другого же не дано. Я же понимаю это, вы же не можете в аварийных домах жить.
Инверкинская школа стала вторым объектом в рамках инспекционной поездки. Общеобразовательное учреждение состоит из двух корпусов. Они 1923 и 1973 годов постройки. Капитального ремонта здесь не проводили. Старый корпус пришел в полную негодность, что значительно затрудняет ситуацию с учебными местами в единственной в сельской школе. По своим характеристикам она рассчитана на 320 посадочных мест. Но сейчас в школе обучается 623 учащихся в 2 смены. При этом в НРК существует дефицит 303 места. Давно работаете? Я с 85-го года. И сколько ваших выпускников окончили высшее учебное заведение? У меня очень много. Больше 50, наверное, школ. И вернули в школу. Вот эти все наши выпускники. Одна осталась в Москве. Это наша выпускница, это наша выпускница, это наша выпускница. Для решения в селе проблем с нехваткой мест в школах республиканским Минстроем заложено возведение до 2021 года школы на 720 мест. Всего в рамках нацпроекта образования в период с 19 по 21 года планируется построить 15 школ на 10 330 ученических мест. Самое главное, чтобы сейчас вот строить, которые начали или начнут, чтобы ее построили надлежащим образом, чтобы радовало на вас, чтобы качественно там было. Потому что некоторые сейчас школы построены, вот сейчас есть недостатки некоторые. 10-я школа находится в самом северном населенном пункте Ингушетии, в сельском поселении Вежери. Учреждение, открытое в 1995 году, рассчитано на 240 мест. И сейчас по решению судебных органов 6 классных комнат закрыты из-за их аварийного состояния. В этом крыле здания появилась большая сквозная трещина. Первые трещины у нас появились 10 И на они 11. заключение дали, что ничего не будет. Но таких страшных не было, только трещины. Все-таки они разошлись. Значит, Да. И вот сейчас вот именно процесс прошел в этом восходиться. Арматура стянута. Швеллерами? Да. По периметру. Ну, трещина продолжается. Но это все равно ничего не Это дает. вон все равно идет, да? Оно наверху еще больше. Да, Махмуд Али Калиматов поручил Минстрою Ингушетии прислать в кратчайший период стройкомиссию для проведения экспертизы на предмет уместности проведения ремонтно-укрепительных работ. В случае установления экспертами невозможности устранения недостатков сооружения, правительству необходимо незамедлительно предложить альтернативные решения этой проблемы. Вот эти швеллера, они обычно делают там и идут... Делают снизу, сверху, Снизу, сверху, да. Раму делают каркасную. Ну а здесь делали что-то. Здесь ленточный фундамент. Вот поэтому это все. Площадки нет, подушки нет. Нету? Нету, вот он, ленточный, вот видно. Ленточный фундамент. В ходе рабочей поездки в Малгобекский район глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов встретился и с авторами коллективного обращения, поступившего к нему от имени жителей селения Вежери. По их словам, отсутствие качественной дороги ощутимо усложняет жителям путь до административного центра, расположенных там важных социальных объектов и других сел района. Как отметил Махмуд Али Калиматов, эта инициатива была тщательно изучена и поддержана. В следующем году между Малгобеком и селением Вежери появится новая удобная автомобильная дорога. 20 июля он говорит, мы закончим эту дорогу. Это принципиальная вещь. Да, 100%. Да, мы обязательно бюджет, бюджет, Естественно, тем более 14 километров. Рельеф сложный там. Я сейчас вот ехал, думаю, настолько красивые места, это же вообще прелесть. Ранее глава региона нанес визит в первую Икажскую школу, которая состоит из корпусов, находящихся в аварийном состоянии, за исключением одного современного здания спортивного зала. Основные образовательные корпуса построены в 1936-1959 годах. Также имеются постройки начала 20 века. В ходе инспекции глава региона обсудил с руководством учреждения, представителями Минобра и Минстроя республики возможности проектирования и возведения новых корпусов на территории школы с минимальным ущербом для учебного процесса. Всем здравствуйте! Здравствуйте! Присаживайтесь. Давайте я урок проведу. И вы что сегодня проходите? Магомед, ну и что сегодня изучаешь? Руслан, задали наизусть что-то или пересказать? Наизусть? Глава Ингушетии заявил, что контрольные проверки возводимых и уже возведенных объектов образования и здравоохранения – лишь один из этапов изучения строительной сферы региона. Хадида Бриева, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиф, Рахман Цуров. Новости 24.